На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первая победа. 30 лет назад, 6 октября 1992 года, состоялось освобождение Гагры и всего Гагрского района. Начали с жеребьевки. Завершился первый день отборочного тура международного конкурса вокалистов Алисы Гицба. Более 3000 пациентов, 450 высокотехнологичных операций. Исполнилось полгода Центру микрохирургии глаза прозрения. Ровно 30 лет назад, 6 октября 1992 года, состоялось освобождение Гагры и всего Гагрского района от грузинских оккупантов в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В этот день абхазские ополченцы одержали победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории республики в ходе Отечественной войны. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение. Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера. Утром 6 октября 1992 года на границе по реке Псоу водрузили государственный флаг Абхазии и флаг Конфедерации горских народов Кавказа. Президент Абхазии Аслан Джани поздравил граждан республики с 30-й годовщиной со дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов. В поздравлении, в частности, говорится: тщательно подготовленная и блестяще выполненная Гагрская наступательная операция стала одной из важнейших в деле приближения победы над грузинским агрессором. Являясь символом сплоченности, бесстрашия воинов, она имела очень важное как военно-политическое, так и моральное значение для нашего народа, еще более укрепив его веру в победу над врагом. Мы гордимся мужеством и отвагой героев-освободителей, и в нашей памяти всегда будут живы те, кто отдал свои жизни во имя свободы нашей родной земли, кто не дожил до сегодняшнего дня. Дорогие ветераны, благодаря каждому из вас народ Республики Абхазия живет под мирным небом в свободном, независимом государстве. Конец цитаты. Спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба поздравил соотечественников с 30-й годовщиной освобождения города Гагра. В поздравлении, в частности, говорится: в результате Гагрской операции, проведенной с 2 по 6 октября 1992 года, было завершено освобождение Гагрского района. Эта операция стала важнейшим этапом на пути к победе в Отечественной войне народа Абхазии и явилась воплощением мужества, силы духа и отваги абхазских бойцов. Вечная память воинам, отдавшим свои жизни при освобождении Гагрского района. Жители Гагрского района, как и все граждане нашей страны, бережно хранят историческую память о своем героическом прошлом, передают традиции беззаветного служения Отечеству новым поколениям. 6 октября к 30-летию освобождения Гагрского района подготовлена специальная программа торжественных мероприятий. Президент Аслан Джани принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику павшим в Отечественной войне народа Абхазии в Гагре. Почтить память погибших пришли вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, председатель Верховного суда Саида Бутба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты парламента, члены правительства, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, ветераны войны, добровольцы, представители общественности. Акция «Бессмертный полк» прошла в Гагре. Воспитанники танцевального ансамбля «Гагрипш» в национальных костюмах пронесли по улицам Гагры фотографии павших при освобождении города воинов. Всего за время Гагрской операции погибло 117 человек. Маршрут «Бессмертного полка» проходил от памятника павшим защитникам Отечества до городского стадиона. Песни на войне всегда занимают особое место. Они помогают поднимать дух бойцов. На передовой Отечественной войны петь не просто любили. Здесь песня зачастую и рождалась, неся надежду на жизнь и веру в победу. Как песня «Мамзыщха», которая родилась после освобождения Гагры. Репортаж об этом в нашем сегодняшнем эфире. В
Внешняя политика. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба, находящийся в Москве с рабочей поездкой, прокомментировал некоторые ее результаты. Глава МИД сообщил, что между Абхазией, Россией и Сирией будет создан трехсторонний механизм консультаций на уровне МИД трех стран. Этот механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов. Это наша совместная инициатива с главой МИД Сирии, поддержанная Сергеем Лавровым. Будем развивать это направление, отметил Инал Ардзинба. Глава МИД также сообщил, что согласовано подписание в ближайшее время рамочного соглашения с объединением «Россия – страна возможностей» о поддержке молодежи Абхазии с точки зрения прохождения стажировок в России и обучения в ведущих вузах Российской Федерации. Данная организация была создана по поручению президента России. Уже сегодня объявлено, что Россотрудничество увеличило квоты с 90 до 110 для наших ребят. Благодарим руководство Россотрудничества в лице Евгения Примакова за это решение. Необходимо развивать комплексную поддержку нашей молодежи, сказал Инал Ардзинба. По теме соглашения о госдаче Пицунда Инал Ардзинба подчеркнул, что с российской стороной пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам. Формирую по этой теме доклад на главу государства. Будем своевременно информировать СМИ. Инал Ардзинба отметил, что разговоры о передаче объекта кому-либо, кроме ФСО России, это слухи. В частности, относительно выступления и обвинений Ахравицба в адрес представителей власти. По этому и другим вопросам Ардзинба сказал: «Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будет отвечать за свои слова». Об этом сообщает медиа-центр МИД Абхазии. Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющий 21 организацию, обсудил с послом России в республике Михаилом Шургалиным подготовку к страновой конференции. На встрече обсуждались проблемы русских соотечественников в Абхазии, тема страновой конференции и приглашение международных гостей на данное мероприятие. Михаил Шургалин отметил, что в работе организации русских соотечественников должна быть консолидированность, подчеркнув, что при подготовке к конференции важно учитывать меняющиеся обстоятельства в мире. Страновая конференция – это важнейшее мероприятие для нашей русской общины, и его нужно как следует подготовить. И, конечно, со своей стороны все, что от нас зависит, мы сделаем, сказал посол. После встречи с Шургалиным КСОРС провел первое собрание, посвященное проведению страновой конференции. Новости о ГУ. В Абхазском государственном университете состоялся круглый стол на тему Абхазия в контексте противостояния России и Запада. В дискуссии приняли участие руководство университета, представители профессорско-преподавательского состава, видные историки и политологи Абхазии, студенты. Модератор круглого стола, проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия выступил с докладом на тему «Абхазия в большой геополитической игре». Суть его заключалась в анализе агрессивной политики США в отношении России и ее союзников, какие вызовы ждут Абхазию и как это может повлиять на ситуацию в регионе и в мире. Первым американским организованным силовым и системным ударом было вторжение Грузии в Южную Осетию Абхазии в августе 2008 года. Стратегия США на Кавказе подразумевала в первую очередь выдавливание России и создание натовского плацдарма на Черноморском побережье, сократить количество выходов России к Черному морю, ну и самое главное, создание из Азербайджана надежного и неуязвимого поставщика энергоресурсов из Центральной Азии в Европу. Несмотря на идеалистические стремления Грузии на Запад, ее роль в этой ситуации в первую очередь заключается в громоотводе для Азербайджана и раздражителе для России. Грузия в большей степени сохранилась благодаря соседям Азербайджану и Турции. США сохраняют влияние в Грузии, но влияние Турции в Грузии настолько проникло в глубинные процессы, что помимо других важных причин, также и Турция является главной невидимой силой, сдерживающей Грузию от открытия второго фронта против России. Если США готовы жертвовать такими сателлитами, как Грузия, то что они готовы сделать с другими? Даже такая страна, как Армения, с ее лобби в Вашингтоне, может быть запросто подана на растерзание. И новый виток напряженности на границе с Азербайджаном является тому подтверждением. Недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению выглядит более чем странно. США не присылали своих высоких чиновников во время Второй Карабахской войны и никак не пытались остановить кровопролитие. И вот после скандального визита на Тайвань и на фоне войны на Украине
госпожа Пелоси приехала выразить поддержку народу Армении в продвижении демократии. Однако, следуя американской логике, этот визит более направлен на поддержку Азербайджана. По Бжезинскому, например, такой визит можно расшифровать как американского чиновника, можно расшифровать как США необходимо создать иллюзию поддержки Армении, при этом дать сигнал Азербайджану, что США не против его экспансивной политики, пока она не идет вразрез с интересами США. Армения же должна понимать, что ее физическая незащищенность прямо пропорциональна пророссийской позиции Армении и ее участию в ОДКБ. Ошибочно полагать, что после поражения в Грузии США извлекли урок и приняли к сведению позицию в России. В то самое время США готовили Украину. Украина – это Грузия в квадрате. А сейчас США готовят Польшу, а Польша – это Украина в квадрате. Тем не менее, август 2008 года принес и Грузии, и США определенный опыт, который нацелил Грузию на переоснащение армии, а США на осуществление давнего плана по отчленению Украины от России и выдавливанию российского флота из Севастополя. Такой же сценарий отчуждения был готовлен в Беларуси. Россия должна была быть отрезана от своих братских народов и миллионов русских, проживающих на Украине и Беларуси. Состоялась встреча ректора АГУ академика Олега Угварамия с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым. Это очередная рабочая встреча, в которой обсуждались вопросы сотрудничества в области высшего образования, в частности, связанные с предоставлением квот правительства Российской Федерации гражданам Абхазии для обучения в вузах. Олег Угварамия и Дмитрий Федотов обменялись мнениями по организации и проведению отбора абитуриентов для поступления в российские вузы. Ректор АГУ Олег Угварамия принял представителей Пензенского, Краснодарского и Североосетинского отделений Русского географического общества в рамках международного проекта «Современный экономир. Горизонты Кавказа». Планируется проведение до конца текущего года экспедиции по Абхазии. Интерес ученых направлен на изучение культуры, обычаев и образа жизни населения Кавказских республик. Делегацию возглавил руководитель экспедиции Игорь Пантюшов. Представители проекта представили наработанный опыт организации экспедиции. От Туапсинского отделения Русского географического общества ректор АГУ Олег Угварамия вручили поздравительный адрес в честь 90-летия АГУ. В завершении участники встречи обменялись памятными подарками. Наука. 5 октября состоялось очередное заседание Президиума Академии наук Абхазии, сообщает пресс-служба. В начале заседания президент АНА академик Зураб Джапоа вручил Роману Дбар диплом почетного доктора Академии наук Абхазии. Затем состоялись выборы. По итогам голосования Максим Васьков и Роман Дбар были избраны почетными членами Академии наук Абхазии, Владимир Зантария – почетным профессором, Борис Лазба – почетным доктором Академии наук. Пресс-служба Минздрава сообщает, передвижной комплекс по диагностике зрения работает в городе Гал 6 и 7 октября. Медики дежурят у центральной районной больницы с 9 до 17:00. Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. Вся консультативная помощь оказывается бесплатно. Пациент по возможности должен принести с собой любой документ, удостоверяющий личность. О передвижении диагностического комплекса в другие районы или населенные пункты Минздрав оповещает заранее. Томские кардиологи обследовали 114 детей в Абхазии. Прием проходил в Сухумской городской детской поликлинике с 3 по 5 октября. Из обследованных детей 6 требуется операция из-за врожденного порока сердца. Одному необходимо пройти дополнительное обследование из-за нарушений сердечного ритма. Специалисты Томского НИИ кардиологии приехали в Абхазию по приглашению культурно-благотворительного фонда «Ашана». Более 3000 пациентов, 450 высокотехнологичных операций. Совсем недавно исполнилось полгода Центру микрохирургии глаза «Прозрение». Многие граждане Абхазии получили здесь бесплатную помощь. Наши корреспонденты выяснили, как стало возможным получать современную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы республики. Репортаж Марианны Котовой. Буду вам показывать нижнюю строчку. МНК. Так.
Любое офтальмологическое обследование начинается отсюда. Сначала проверяют функции, а затем с помощью микроскопа структуру глаза, чтобы распознать изменения. Комплекс исследований позволяет поставить диагноз и назначить лечение. Современное оборудование дает возможность провести не только быструю диагностику, но и лечение. Впервые в Абхазии проводится замена мультифокальных и торических линз, которые исправляют астигматизм. Для пациента это очень важно, чтобы индивидуально подходили, не просто поставили линзу, а выбирали специализированную линзу для пациента. То есть пациенты, где присутствует астигматизм, и мы его можем исправлять и давать более качественное зрение. Есть пациенты, которые хотят иметь зрение, как имели они в юности, то есть и хорошо видеть и вдали, и вблизь, и на среднюю дистанцию. Мы при этом используем довольно-таки высокотехнологичные мультифокальные линзы. Также впервые в Абхазии появилась возможность оперировать пациентов со сложными заболеваниями глаз, травмами и проблемами со зрением, полученными вследствие сахарного диабета. А новейшее оснащение операционной позволяет проводить операции на заднем и переднем отрезке глаза. Мы приобрели специализированную насадку на наш операционный микроскоп. Это расширяет наши хирургические возможности. Мы можем проводить хирургию заднего отрезка. Такой микроскоп впервые в Абхазии был привезен, и он совсем недавно был оснащен этой насадкой. Буквально несколько дней назад клиника получила новый аппарат, который позволяет проводить исследования глаз удаленно. То есть доктор может подключать своих коллег онлайн к процессу диагностики. Вчера заехала к нам щелевая лампа с видеофиксацией. Это позволяет нам проводить онлайн-консультации довольно-таки таких сложных случаев и привлекать смежных специалистов, то есть и узких специалистов, чтобы мы дистанционно смогли с ними обсудить тактику лечения пациента. Они будут видеть то, что видит доктор непосредственно здесь у нас. С апреля 2022 года по настоящее время в прозрении прооперировано более 450 человек. Более 3000 прошли диагностику зрения и личные консультации с доктором. По личной инициативе главного врача бесплатно прооперировано больше десятка пациентов. В ноябре месяце мы планируем проводить акцию, полностью бесплатно проводить первичную диагностику нашим пенсионерам. То есть такие акции в клинике будут проводиться не единократно, то есть это будет как правило, и в год таких акций будет достаточно. С ноября по декабрь будет проводиться акция для граждан Абхазии пенсионного возраста. Для них первичная диагностика будет бесплатной. К тому же, по рекомендации депутатов Народного собрания была согласована работа с Фондом инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Только как мы открылись, у нас были планы, чтобы клиника работала и в социальной сфере. И мы обсудили это с депутатами Народного собрания, с Салакая Нарсо Беслановичем и Айба Рашидой Азаретовной. И приняли решение, что инвалиды нашей Отечественной войны, они будут проходить полностью, первичную, полностью бесплатную диагностику в нашей клинике. Помимо этого мы работаем с и Министерством здравоохранения. Министерство здравоохранения довольно-таки хорошо помогает нашим пациентам в нашей клинике оперироваться. За прошедшие полгода с момента открытия клиники в прозрении появилось не только новое оборудование, но и специалисты, которые обучаются в лучших государственных медицинских учреждениях России. Для Центра микрохирургии важно иметь своих специалистов, которые будут работать в Абхазии каждый день и знать каждого своего пациента и его анамнез. Совсем недавно мы приняли доктора на работу. Сария Тимуровна Гергия, она закончила ординатуру в Москве, там, где я заканчивал ординатуру. Я с большой радостью принял доктора, и мы доктора отправляем дальше на повышение квалификации. Это делается с целью формирования внутреннего кадрового резерва, то есть чтобы доктора были здесь местные и постоянно в Абхазии работали. Но бывают и сложные заболевания, при которых не могут помочь даже здесь. Тогда доктора прозрения рекомендуют зарубежные, то есть российские клиники. 2 пациента были с довольно-таки сложными заболеваниями. Это меланома, хореиды и сетчатки. И мы таких пациентов отправляем
в государственные учреждения России, специализированные, даем четкие рекомендации, и эти пациенты попадают туда, куда мы рекомендуем, и приезжают довольно-таки довольные и счастливые. В Центре микрохирургии глаза «Прозрение» заводится карта на каждого пациента, куда включаются данные в электронном и печатном виде. Таким образом, динамика заболеваний и тактика его лечения записываются и хранятся. Это позволяет отслеживать состояние пациента и назначать адекватную терапию как на месте, так и за пределами Абхазии. Марьяна Котова, Сосрыкова Абухава, Абаза ТВ. Стартовал первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба. В пресс-центре «Спутник» о культурном событии журналистам рассказали председатель жюри, автор проекта, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра «Геликон-опера» Алиса Гицба, заслуженная артистка России Яна Иванилова, член жюри конкурса, российский певец, педагог высшей школы Максим Крылов и художественный руководитель Абхазской государственной филармонии «Эсмаджения». Подробнее Анастасия Никонова. 6 октября в Абхазии стартовал первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба. Рассказывая об идее организации вокального конкурса, народная артистка Абхазии отметила: где, как не в Абхазии, проводить подобные мероприятия. В нашей стране поют почти все. У нас же такая поющая страна. У нас так любят музыку. У нас такие голоса замечательные рождает наша земля. И я считаю, что этот конкурс – это просто фундамент большого пути, краеугольный камень. Я бы очень хотела, чтобы этот конкурс стал ежегодным, но это уже посмотрим по ситуации мировой, как все это будет складываться. И чтобы этот конкурс превратился в праздник. У нас в нашем конкурсе будут проходить мастер-классы, будут проходить творческие беседы. То есть мы будем этот конкурс таким образом проводить, чтобы дать людям понимание того, что означает профессия оперного певца. Не просто кто-то вышел лучше спел, а кто-то вышел хуже спел. Нет. Задача нашего конкурса совсем не в этом состоит. Нам просто нужно сделать так, чтобы люди полюбили оперу. Получили поддержку нашего правительства в лице Александра Золотинского и Чанкваб, поддержку Министерства культуры в лице нашего министра Даура Вадимовича Ковы. И вот вы видите, что сегодня мы уже начинаем его презентовать. Заявок на участие в конкурсе было много, более 50, из Абхазии, России и Беларуси. Страны дальнего зарубежья, несмотря на интерес к культурному событию в Абхазии, приехать, к сожалению, не смогли. Любой конкурс – это такое мероприятие, которое однозначно дает такой импульс и толчок, собственно говоря, к дальнейшему какому-то развитию. Да, уж я не говорю о том, что участие само по себе в таком мероприятии – это значительный такой эмоциональный заряд и импульс. А уж и победа, я думаю, что это однозначно будет большим-большим шагом вперед и, естественно, таким мотивацией к дальнейшему развитию. Судить будем строго, но справедливо, отмечает член жюри, заслуженная артистка России Яна Иванилова. Ну, сейчас пока мы не знаем, кто к нам приехал. Мы очень хотим послушать. К нам приехали какие-то певцы из Большого театра, да, из Мариинки. Поэтому у нас будет большой интересный конкурс. Напряженная борьба, да. И я вас уверяю, что это будет абсолютно честная борьба. Вот это мы можем гарантировать нашим жюри. Абхазская государственная филармония, где и состоится конкурс вокалистов, готова к приему гостей, отметила художественный руководитель культурного объекта «Эсмаджения». Счастливы принимать этот конкурс у себя, потому что это действительно уникальный, беспрецедентный проект для Абхазии. Мы знаем, как много конкурсов проходит для эстрадных исполнителей, но никогда, ни разу не было конкурса для академических певцов, хотя так странно, Абхазия на экспорт выпускает исполнителей оперных, и почему-то вот как-то никто раньше не додумался проводить здесь конкурс. Молодец, Алиса, я сразу ее хвалю и поддерживаю, потому что действительно такой конкурс правильно был бы
правильно ему было здесь появиться, в Абхазии. Финалистам организаторы вокального конкурса приготовили много интересного, рассказывает Алиса Гицба. Речь идет о площадках, где в случае победы оперным певцам выпадет возможность выступать. У нас очень много специальных призов подготовлено. Например, сольный концерт в Геликон-опере, сольный концерт в Санкт-Петербурге, в центре Елены Васильевны Образцовой, сольный концерт на мексиканском телевидении, дебют в Нижненовгородской опере. Фонд Чайковского и фонд МЕК учредил специальный приз на лучшее исполнение произведения Петра Ильича Чайковского. Еще у нас есть специальный приз за лучшее исполнение современного композитора. Тоже я считаю, что это надо продвигать, потому что нельзя всю жизнь петь одного Верди. Нельзя. Надо расширять свой кругозор и исполнять также произведения, хотя бы Шнитке. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба будет проходить в Абхазской государственной филармонии с 6 по 9 октября. Завершится культурное событие гала-концертом и церемонией награждения финалистов. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Начали с жеребьевки. Завершился первый день отборочного тура международного конкурса вокалистов Алисы Гицба. Половина из 48 участников конкурса представили свои номера. Когда все конкурсанты будут прослушаны, члены жюри выберут 18 дипломантов, которые перейдут во второй тур. С участниками конкурса вокалистов познакомилась Надежда Боровикова. Первый день первого отборочного тура международного конкурса вокалистов начался с жеребьевки. Около 50 участников конкурса по очереди вышли на сцену и вытянули номер, который определяет очередность выступления. Когда процедура завершилась, председатель судейской комиссии, народная артистка Абхазии Алиса Гицба обратилась к участникам с напутственным словом. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы откликнулись на наш призыв, за то, что не побоялись. Это уже подвиг. Самое главное, знаете, что пожелать? Не пытайтесь никому ничего доказать, а покажите все, на что вы способны. Участникам дали полчаса на распевку, и вот на сцену в сопровождении концертмейстера выходит первая конкурсантка Анна Савицкая из города Набережные Челны. По условиям конкурса каждый артист представляет две композиции – классическую арию и романс. Анна выбрала произведение Баха «Душа веселится» и романс «Не пой, красавица, при мне». Самый приятный приз – это, конечно же, участие на всевозможных площадках, показать свое умение, научиться, потому что, правда, у меня нет оперного опыта, но мне так хотелось бы его заработать, этот опыт, чтобы, так скажем, воплотить свою мечту в жизнь. Но перед этим я сломала палец на ноге, но я все равно не отменила поездку, и я... Правда, очень долго готовилась, хотела бы также участвовать и в других конкурсах, но этот конкурс, он необычен своим месторасположением, прекрасной природой, прекрасными людьми, добродушными, открытыми и искренними. И сама эта атмосфера, она располагает к тому, чтобы раскрыть свои возможности. Единственным участником из Абхазии стал Беслан Симсим. Он вытащил 48-й номер в жеребьевке и будет прослушиваться во второй день первого тура. Беслан Симсим, он единственный представитель нашей национальности. К сожалению, так получилось. Но я думаю, что это как раз тоже очень важно, конечно, что он участвует, потому что мы для чего проводим этот конкурс? Нам нужно, чтобы студенты музыкального училища, будущие студенты консерватории, будущие певцы посмотрели, что такое конкурс. Пришли на мастер-классы, послушали, напитались всей этой энергией, информацией и в дальнейшем уже были бы готовы к тому, чтобы участвовать в таком конкурсе. Михаил Карабулатов – студент 4-го курса Академического музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского. Конкурс вокалистов привел его на родину предков, где Михаил раньше никогда не бывал. Его прадедушку, большевистского революционера, сослали в Казахстан, и хоть прадед запрещал обсуждать это дома, семейное предание гласит, что выслали именно из Абхазии. Знаете, я приехал сюда, и у меня почему-то сразу возникло чувство, что это родное место. В первом туре у меня композиции на самом деле более простые, чем
располагаются у меня во втором туре, поэтому я очень надеюсь, что мне дальше удастся показать, на что я способен. Прослушивания первого тура продлятся до вечера и продолжатся на следующий день. Из почти 50 конкурсантов члены жюри выберут 18 артистов. Во втором туре каждый из них исполнит уже по 4 композиции. Конкурс завершится гала-концертом с награждением лауреатов. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Репертуар Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера на октябрь пополнился выпускным детским спектаклем театральной студии «Возвращение из волшебной страны Оз». Наш репортаж с премьеры смотрите в пятничном эфире. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в пятницу 7 октября с 9 утра будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Улица 8 марта, улица Санчарская с проездами, улица Студенческая, верхняя часть улицы Патейпа, улица Кортуа, улица Фестивальная. Подача воды возобновится 8 октября согласно графику. Сейчас о погоде. В пятницу 7 октября в Абхазии переменная облачность, без осадков, атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 18 до 23 градусов. Температура морской воды 22 градуса, волнение морской воды слабое и умеренное. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.